По оценкам экспертов, в Германии живут около 3 миллионов человек, говорящих по-немецки с русским акцентом. Это действительно много для страны с 80-миллионным населением. Однако до последнего времени эти люди были не особенно заметны, и образовывать обособленные анклавы, как, скажем, турки, они не стремятся, вполне комфортно чувствуя себя среди немцев. И только сейчас, когда с момента прибытия в Германию большей части русскоязычной диаспоры прошло уже 15-20 лет, ситуация, похоже, стала меняться. Недавно в Бундестаг был избран первый русскоязычный депутат. Еще один, Николай Гауфер, появился в Ландтаге Гамбурга. Кроме того, впервые за многие годы количество изучающих русский язык не сократилось, а выросло. Причем речь идет не о частных школах и курсах, а о выборе русского как второго иностранного в немецких учебных заведениях. Похоже, в жизни русскоязычных граждан ФРГ, которых все тут называют просто русскими, начался новый этап, и они уже готовы увидеть в своем происхождении не проблему, а дополнительный ресурс и для себя самих, и для Германии, и для России. Сейчас у ее представителей много, казалось бы, мелких, но очень важных нерешенных вопросов. От подтверждения дипломов и массового желания иметь двойное гражданство Германии и России до упрощения визового режима для родственников. Именно поэтому диаспора осознала потребность иметь свое политическое представительство в немецкой политической системе. Так что же может способствовать консолидации сложно устроенной и разнородной русскоязычной диаспоры? Дорогие, добро пожаловать в нашу студию во Франкфурте на Майне. И мы сегодня постараемся разобраться, что могут сделать русские переселенцы в политике Германии. Эксперты говорят о том, что в Германии живет около 3 миллионов говорящих на русском языке. И произошло то, чего не было последние 15-20 лет. Русские стали быть активнее в политике, даже один прошел и стал членом парламента Германии. Как вы считаете, у русских есть, у русскоговорящих, шансы в политике состояться, пробиться, как-то повлиять на немецкое общество, или это все утопия? Ни в коем случае. Один из моих первых мотивов, почему я пошел 6 лет назад учиться в университет, это было желание влиять и быть частью. Мы выросли в стране, в России, где наши отцы учили нас не быть частью ни политики, не влиять никак. Наши корни там. И я 15 лет или почти 15 лет с этим смирялся. Но потом в служении наркозависимым, я понял, что надо начинать влиять. Я пошел учиться. Удивительно то, когда ты сегодня приходишь в полицию или еще куда-то, и, слыша твой акцент, сразу, знаете, такая реакция, все понятно. Я сегодня не стесняюсь сложить визиточку на стол и говорю, я просто хотел, чтобы вы знали, с кем вы разговариваете. И когда там читают, уже что ты имеешь определенный статус и кто ты, с тобой начинают считаться. И я хочу, чтобы... Несмотря на то, что ты русский. Да, это удивительно, несмотря на то, что ты русский. Сегодня просто ты заходишь в определенные просто органы, там, полиция, здравоохранение или еще что-то. Ты приходишь, сначала берется твой акцент. Но когда ты показываешь сегодня визиточку и говоришь... Григорий, смотря на ситуацию политическую жизни Германии и на количество русских, и на их активность, ты считаешь, что русские могут повлиять на немецкое общество? Нет, русские могут повлиять на то, чтобы наши русские немцы, которые переселились сюда, все-таки быстрее или лучше интегрировались и в общество, и в политику, и все. Я думаю, это нечестно, если мы просто сидим и ничего не делаем. Говорят, что русские созрели, чтобы быть активными в немецкой политике. Что ты по этому поводу думаешь? Созрели. Я думаю, что мы призваны влиять. И, знаете, я честно верю всем сердцем, что русскоговорящее население, или, скажем, те даже немцы, которые вернулись в эту страну, вернулись на свою историческую родину, они вернулись не просто так, за вкусными булочками. Мы пришли влиять. Они приехали, чтобы влиять. И я верю это всем сердцем. Я верю, что влияние духовное высвобождается очень сильно. И мы сегодня реально видим, какое сильное духовное влияние имеет русскоговорящая диаспора, христианская диаспора в нашей стране. Мы сегодня еще не видим политического влияния среди русскоговорящих. Но первая ласточка, она уже есть.
Для меня очень важно, чтобы эта ласточка разрослась. И мне нравится идея моего брата Григория, что он хочет таким образом влиять и что-то хорошее сделать для нашей страны. Мне это нравится. Григорий, ты более активный в политике. У меня вопрос к тебе. Как ты считаешь, что у русских есть шанс оставить свою, свою оригинальность, что ли, оставить, или они попадут в лапы искусных, тех, кто водит марионеток, волков в политической арене Германии, которые перемелят, съедят и сделают марионетками их? Вы знаете, мы пережили буквально в 2013 году две удивительные вещи. К нам пришли, органы, которые отвечают за воспитание детей в нашем крайсе. Мы не приглашали в регионе во всем. Приехали и попросили церковь влиять на воспитание детей. Нам разрешили просто ходить по детским садам, по школам. Почему это произошло? Почему это произошло? Из-за вашей политической деятельности? Ни в коем случае. Почему? Из-за морального образа жизни в нашем городе. У нас убрали полицию с города, потому что появился молодежный центр. Молодежь стала влиять молодежный центр? Да. И они пришли, они нас просят, начните влиять на воспитание детей. Но это же не политика. Это ваша деятельность, ваша христианская поместная церковь произвела эти... Подождите, но мы сегодня не говорим только о политике. Подождите. Страны, на политику и города. Мы говорим сегодня о политике. Так она же влияет. Оно же влияет на политику и жизнь города. Вы должны понять, политика — это не только партия. Конечно. Политика — это образ жизни. И то, я сегодня не хочу брать какие-то партии. Начальник полиции вызвал меня и говорит: послушай, я хочу, чтобы ты знал, что пришло время вам, это все было в этом году, влиять. Он стал спонсором реабилитационного центра, он переводит небольшую сумму, но он говорит: я хочу этим самым показать, что я часть ваших проектов. И говорит: я вас мотивирую влиять, потому что мы не знаем больше, как влиять на русскоязычных. Мы попробовали все методы за 20 лет, которые нам были понятны или открыты. Мало того, они нам признаются, что ваша статистика за 10 лет работы, она гораздо, скажем, отличается от нашей статистики. Ребята, начинайте влиять. Я никогда не ожидал этого. То есть это хорошо, что русские пошли в политику, это хорошо. Будем влиять на общество. У нас будет успех. Что ты по этому поводу? Будет успех. Ты считаешь, что у русских есть успех в немецкой политике? Ой, если бы ты знал, как я в этом уверен. Всего, что нужно. Сильно желать служить. Сильно желать. Я верю, что русские призваны к тому, что влиять. У русского народа менталитета есть что-то очень драгоценное, что подходит и нравится немцам. Та составляющая, которая в Германии утеряна, мы сейчас об этих деталях не будем говорить, но у нас это есть. И я думаю, что мы здесь для того, чтобы обогатиться тем, что имеет наш народ, исторический народ, к которому мы приехали, и мы приехали для того, чтобы обогатить этот народ тем, что мы имеем. Понятно, что однажды это может быть в этой массе, она как бы потеряется, то, что мы сейчас имеем. Но я верю, что вот эта маленькая крупица, она повлияет на глобальные вещи в нашей стране. Мне очень приятно пригласить вас в этом году на Global Leadership Summit. Это будет в Киеве 5 и 6 декабря. И у нас будет прекрасное время. Я лично был в Чикаго в этом году и видел лично просто лекцию от Колина Паула. Это было вдохновляюще и очень интересно. И Колин Паул, он будет проповедовать. И снова изумительный проповедь от Билла Хайблза. Нам нужно ободрение. И он будет просто говорить о его ошибке в жизни, когда он не взял ответственность за несколько проектов. Я предлагаю не пропустить эту возможность учиться в Global Leadership Summit. Спасибо.